В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Российско-японская инвестиционная платформа помогла заключению первых соглашений. Одним из первых проектов для платформы стало тепличное предприятие в Якутии. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Петр Шилахаев. Из реализуемых проектов это проект в Якутии по созданию круглогодичных теплиц. Это первые такие комплексы в Якутии, и платформа сопровождает этот проект с точки зрения взаимодействия с японскими инвесторами. Проект получил поддержку Фонда развития Дальнего Востока. 300 миллионов рублей будет до конца года выделено на финансирование этого проекта, а общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей, сказал собеседник агентства. Российско-японская платформа, о создании которой было объявлено на Сочинском экономическом форуме в феврале этого года, помогает японским инвесторам находить выгодные для вложения российские проекты, а предпринимателям в России привлекать финансирование из Японии. Заработную плату оленеводов в Якутии повысили до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом на полях форума «Арктика. Настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге сообщил заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров. За счет бюджета возмещаются определенные расходы по оленеводству, которые включают и повышение заработных плат, закупку снаряжения и спецодежды. Сегодня МРОТ на севере Якутии для оленеводов составляет 31 256 рублей. При уточнении бюджета на 2018 год эта сумма была предусмотрена. Со следующего года мы будем придерживаться минимального размера оплаты труда для оленеводов при планировании бюджета, сказал он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января следующего года, как планировалось ранее, а с мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. По оценкам Минтруда России, на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая этого года до уровня прожиточного минимума потребуется более 39 миллиардов рублей из бюджета всех уровней. Владимир Солодов поручил Госкомцен Якутии утвердить тарифы на услуги регионального оператора за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сделать это нужно до 20 декабря. Тариф будет складываться из всех затрат и будет утверждаться в каждой из 5 зон, определенных в республике. На территории республики для безболезненного перехода на новую систему обращения с отходами важно отработать все технические вопросы, чтобы жители были готовы к изменениям. Наша задача вовремя проработать все организационные, правовые, финансовые и юридические вопросы и быть готовыми к внедрению новой системы с января следующего года, подчеркнул премьер. В настоящее время плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов определяется в расчете на 1 квадратный метр общей жилплощади. С 1 января следующего года эта услуга станет коммунальной, и плата будет взиматься, исходя из количества прописанных на этой жилплощади людей. Как ранее заявляла председатель Госкомцен Антонина Винокурова, семья из 3 человек будет платить за услуги не менее 300 рублей. Алроса внедрила новую систему наблюдения на производственных площадках Айхальского горно-обогатительного комбината. Теперь на объектах используют беспилотные летательные аппараты. Сейчас дрон внедряется в основном в процессы добычи полезных ископаемых открытым способом, где они приходят на смену трудоемким способам проектирования, составления обзорных карт участников работ и геологической съемки. В определенных направлениях эти аппараты могут повысить эффективность и безопасность производства работ при незначительных затратах, рассказывает главный маркшейдер Айхальского ГОКа Илья Майер. Напомним, что в конце мая Алроса впервые начала использовать квадрокоптер для маркшейдерской съемки на Ломоносовском ГОКе в Архангельской области. Предварительные оценки показывают, что использование беспилотных технологий обеспечивает высокую точность съемки, повышает скорость и безопасность работ. Определены социально значимые маршруты субсидированных авиарейсов Якутии на 2019 год. Перечень маршрутов опубликован на сайте Минтранса Республики. Данные маршруты выполняются внутри районов республики на вертолетах и самолетах авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Алроса». Как и в прошлом году, основная доля субсидированных авиарейсов приходится на арктическую территорию Якутии. Кроме этого, перевозки будут осуществляться в Усьмайском, Усть-Алданском, Нюрбинском, Ленском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском и Алданском районах.
Тем временем многодетные семьи, которые пополнили категорию граждан, имеющих право на субсидированные перелеты, могут приобрести авиабилеты ориентировочно со второй половины декабря. Об этом сообщает Минвостокразвития. По словам директора департамента инфраструктурных проектов Ирины Макановой, авиакомпании завершили подачу заявок в Росавиацию на маршруты, которые они планируют осуществлять по специальным тарифам в следующем году. В настоящий момент идет заключение соглашений. Только после этого билеты по субсидируемым тарифам поступят в продажу, уточнила она. Центробанк снизил курс доллара и евро. Сегодня американская валюта снизилась на 8,65 копеек и составила 66 рублей 73 копейки. Официальный курс евро снижен на 9,8 копеек и составляет сегодня 75 рублей 60 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.